Эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на сегодня. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Какова на сегодня эпидобстановка в республике? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике по данным управления Роспотребнадзора является напряженной и, соответственно, характеризуется 101 новым случаем коронавирусной инфекции. В столице нашей республики подтвержден 61 случай, а граждане, заболевшие, находятся как на амбулаторном, так и на стационарном лечении. В Вилюйском районе это 7 случаев, в Амгинском районе 6, в Мегино-Кангаласском 5, в Хангаласском 4. По 3 случая зафиксировано в Горном, Мирнинском, Усялданском, Чурапчинском. По 2 случая зарегистрировано в Верхоянском, Кобяйском и Ленском улусе. Отдельно хотела бы обратиться к жителям Верхневилюйского улуса и, соответственно, к оперативному штабу Верхневилюйского улуса. На настоящий момент отмечается повышение, соответственно, уровня заболевания в вашем улусе, в связи с чем необходимо принять все меры как усиления безопасности, так и меры, направленные на то, чтобы как можно больше граждан прошли, в том числе и вакцинирование, и соблюдали нормы и правила, установленные указами главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мы понимаем, что в ближайшее время в республиканских мероприятиях планируется проведение и Гарманчары, и Сеха-Ланхо в Алекминске, в связи с чем я обращаюсь и к жителям Горного улуса, Алекминского улуса, и тех, кто планирует участвовать в этих мероприятиях. Вакцинация сегодня позволит нам провести эти мероприятия без лишних вопросов, непосредственно относительно последствий возможного заражения как такового, в связи с чем призываю всех прийти в Алекминском и в Горном улусе, а также членов команды и тех, кто планирует поехать в эти районы на мероприятия, на вакцинирование. В целом за сутки у нас проведено 3556 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Вообще за весь период пандемии обработано в республике 1 126 765 тестов. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, продолжается вакцинация на территории республики. Вчера поступила дополнительная партия вакцины 2 видов. На 3 июня 2021 года в республику поступило 202 409 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцину получили 173 467 человек, в том числе из лиц старшего поколения 38 972. На настоящий момент в республике использовано 85,8% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Среди лидеров по вакцинации в республике является на сегодняшний день Нюрингринский район. И, соответственно, среди антилидеров, к сожалению, оказывается Верхневилюйский район, где отмечается как подъем заболевания, так и, соответственно, и необходимость вакцинирования и достаточно слабые темпы вакцинирования как такового. Поэтому на настоящий момент необходимо данные условия соблюдать и очень четко понимать, что добровольное волеизъявление по вакцинации является направлено прежде всего на сохранение собственного здоровья. Сохранить собственное здоровье в сегодняшней ситуации можно лишь только благодаря вакцинации. Здоровья всем! Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу с последней информацией о текущей эпидобстановке. Далее расскажем о других новостях, а вот главные темы выпуска. Юрий Трутнев ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Якутска и поручил оптимизировать работу между организациями. Пожарным удалось не допустить перехода огня на село Тюбяй в Сунтарском районе. Вертолет Ми-8 сбросил более 100 тонн воды. Алекминская студия танца «Айсидора» празднует свое 15-летие ударным трудом. Скоро им предстоит проверка на прочность эссе Маланхо.
Реконструкция аэропортов должны идти в установленные сроки. Полпредпрезидента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев ознакомился с ходом работ на взлетно-посадочной полосе в Якутске. Мероприятия проводятся в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2019 году основные работы по реконструкции были приостановлены в связи с допущенными ошибками при разработке проектно-сметной документации. Не были предусмотрены обустройство временного пандуса и мероприятия по водоотведению. В феврале 2021 года был заключен госконтракт на доработку проектно-сметной документации. Юрий Трутнев поручил оптимизировать работу по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Смотрите, сейчас светло, работать можно. У нас на объектах, на таких важных строящихся, работают 24/7 в режиме. Вот я министру дам поручение, что вы все переводите все как минимум на двухсменный график и работайте плотнее. Понятно? Свыше 100 тонн воды вылили на пожар возле села Тюбяй в Сунтарском районе Якутии. По данным регионального управления МЧС, борт Ми-8 произвел 39 сбросов. Перехода огня на населенный пункт не допущено. Для защиты села, которое находится на расстоянии 3 километров от очага, на месте работает аэромобильная группировка ведомства в составе 10 человек со всем необходимым оборудованием. Дознавателям МЧС России совместно с органами внутренних дел проведена сложная работа по установлению лиц, причастных к возникновению пожара у населенного пункта. В настоящее время виновник дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Если говорить о регионе в целом, то за сутки удалось ликвидировать 8 лесных пожаров на площади почти 2000 гектаров. Этого удалось добиться силами более чем 700 человек и 90 единиц техники. Тем временем возникло 2 новых возгорания. Тем самым площадь, пройденная огнем, увеличилась на 400 гектаров. На особом контроле находится обстановка в Сунтарском, Нюрбинском, Среднеколымском и Тампонском районах, где на сегодня действует 7 крупных очагов на площади более 3500 гектаров. К другим темам, что делать для того, чтобы в музей ходили не только школьники? Чем ежедневно привлекать посетителей? Какие современные методы и технологии использовать, чтобы музей был большим пространством общения и знаний, а не только хранилищем экспонатов? Обо всем этом сегодня говорят в Якутске на 2-м региональном фестивале музейных специалистов «Якут Музеум Фест». Участники будут обмениваться опытом, идеями по 2 направлениям – музей в онлайне и музей развития территорий. На площадках будут выступать специалисты из Владивостока и Екатеринбурга. В связи с эпидситуацией мероприятие проходит в онлайне. Не секрет, что Якутия очень большая территориально, да, и очень редко музейные сотрудники встречаются для обсуждения каких-то проблем, да, или для обучения. А вот фестиваль – это, собственно, площадка, где такое общение должно происходить, завязываться какие-то связи и создаваться новые проекты. В крестьянском хозяйстве Кымыс в Якутске делают настоящий кумыс. Дают молоко для этого более 20 лошадей. Обычно кобыл вместе с жеребятами выпускают ранним утром. Но за 3-4 часа до удоя их отводят от детенышей и подкармливают. Далее загоняют в специальные коридоры. У доения есть особенности. Например, нужно издавать звуки причмокивания, тем самым подражая звуку жеребенка. Тогда кобылица не жалеет своего молока, и за один удой кобыла дает порядка 1–1,5 литра молока. Для того, чтобы получить кумыс в кобылье молоко, добавляют закваску и оставляют в теплом месте. Я много не даю. Это раньше доил, где предприятие прямо в ней работал. Там доил по 20 штук, там дуешь по литр, тогда 60 литров выходит. 2 бидона сдавал. А сейчас себе, родственникам, друзьям, они просят. Сейчас на всех доим. Немного, 9 штук. Зимой 4 штуки могу доить. В этом году Алекминская студия танца «Айсидора» отметит свое 15-летие. Но не юбилей, конечно, но скоро им предстоит пройти серьезные испытания. Все группы принимают участие в эссехе «Аланхо». Это не только постановка танцев, но и пошив костюмов. На помощь пришли родители, а наблюдала за всем Елена Фаст. В Национальном центре культуры «Гармония» репетиции. Студия «Айсидора» готовит хореографию к эссеху «Аланхо». Несколько возрастных групп. Каждая хочет показать свой неповторимый и яркий узор.
Конечно, мы готовимся к КС Холанхо, мы готовимся уже 2-й год. У нас много новых постановок, мы шьем костюмы в разных национальностях: якутский, татарский, русский, казачий. Также мы готовим новые эстрадные программы. И надеюсь, нашим жителям и кто приедет к нам в гости, понравятся наши номера. Кроме ярких постановок, они готовы удивить и костюмами, которые специально заказали к празднику. Якутских где-то около 60 костюмов стилизованных, фольклорных. Будет и на дошкольную группу, и на старшую, и младших. Жеребята будут у нас, танец реки Лена, то есть, немножко открывая, так скажем, да. И фольклорные костюмы тоже на восток-запад шьем. Особенность. Финансируют родители. Сразу обговорилось в самом начале, и если дети будут выступать, то нужно будет, скорее всего, помочь при закупке костюмов, нужно будет складываться. Но мы согласились, конечно, потому что в любом случае дети должны выступать, и без нашей помощи, конечно, бы не получилось. Многие ходят сюда не 1-й год. Танец – это не только занятость. Для многих это настоящее увлечение. Ребята готовятся серьезно и, конечно, волнуются. Якутский флешмоб будем, и остальное еще думаем, какие другие еще поставить. И будем еще с другими людьми танцевать, совместимся. А вообще, не боишься, не волнуешься? Волнуюсь. Отрабатывается каждое движение в малых группах. Ограничения дают о себе знать и лишь на улице. Благо сейчас позволяет погода, можно развернуть узор полностью. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Кандидатуру якутянина Дмитрия Давыдова выдвинули на премию «Мужчина года-2021» в номинации «Режиссер года». Он включен в голосование за драматичный и отстраненный фильм «Пугало». Голосование проходит на официальном сайте журнала GQ. В премии «Мужчина года-2021» 10 номинаций, которые определяют актера, музыканта, бизнесмена, спортсмена и других медиаперсон, которые добились небывалых успехов за последний год, несмотря на все преграды и сложности. Фильм «Пугало», снятый Дмитрием Давыдовым, вышел в прокат 25 февраля этого года. Главную роль в картине исполнила этнопевица Валентина Романова. В Амге на территории базы Центра экологического воспитания юных туристов открыли веревочный парк. Он первый на заречной территории нашего региона. Идея создания и реализация принадлежит самим работникам станции юных туристов. Установку сооружений начали еще весной. Неоценимую спонсорскую помощь оказали местные организации и предприятия. Они предоставили строительные материалы и помогли в установке свай. Протяженность маршрута 80 метров, а самая высокая точка достигает 3 метров. Основная цель этого нашего проекта – привлечение детей, подростков, населения к туризму, пропаганда туризма. Всего в веревочном парке 7 этапов. Этапы разные, уровни тоже разные. В столице региона в рамках национального проекта «Демография» строятся несколько объектов образования, которые должны решить проблему с нехваткой мест в детских садах и школах. Сегодня руководство Минстроя проводит пресс-тур для журналистов. Власти ознакомят с ходом строительства объектов и реализации национальных проектов. Подробности пресс-тура смотрите сегодня в программе «Итоги дня» в 20:00 в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова на нашем телеканале. А этот выпуск новостей подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания.